Ассаламу алейкум. Программа «Неделя» подводит итоги прошедших 7 дней. В студии Ислам Ершов, и вот о чем расскажем в выпуске. Развитие духовное и физическое. Глава Чеченской Республики проверил ход строительства 3 крупных мечетей и Олимпийского центра дзюдо в Грозном. Ради милости и довольства Аллаха. В Курчалое простили кровную месть десятилетней давности. Проповедник, военачальник и первый имам Кавказа. В Грозном презентовали книгу про шейха Мансура. Выход книги имеет большое значение и для истории чеченского народа, и для современности. Рамзан Хаджи Кадыров провел инспекцию по крупным строящимся объектам Грозного. Он проверил ход возведения 3 больших мечетей, Центра олимпийской подготовки дзюдо имени Владимира Путина и побывал на пустующих участках, которые могут стать инвестиционно привлекательными. Глава региона внес коррективы и дал ряд важных поручений. Обо всем в следующем сюжете. Эта мечеть украсит не только Минутку, но и весь Грозный. Она станет белоснежной жемчужиной столицы и составит архитектурный ансамбль вместе с многоквартирным домом. Каркас уже возвели. Из-за санкций, введенных против России, появились небольшие проблемы с поставками импортных материалов. Рамзан Хаджи Кадыров тут же поручил решить этот вопрос. В Ахматовском районе Грозного строится еще одна мечеть удивительной красоты. Инициатива появления святыни принадлежит местным жителям. Рамзан Хаджи Кадыров внес дополнительные коррективы в будущее культовое сооружение. Далее Рамзан Хаджи Кадыров посетил проспект Мухаммада Али. Скоро здесь появится мечеть на 4400 человек. Глава региона отмечает личную значимость будущей святыни. Помимо уникальной архитектуры, у нее будет 5 минаретов, названных в честь ближайших соратников первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Лидер субъекта поручил установить табличку после завершения строительства, на которой будет информация о погибших героях. Следующий возводимый объект, проверенный главой субъекта, Олимпийский центр дзюдо имени Владимира Путина. Это многофункциональный спортивный комплекс, который будет соответствовать всем современным стандартам и сможет принимать мероприятия международного уровня. Олимпийский центр. Завершая инспекционную поездку, Рамзан Хаджи Кадыров побывал на пустующих участках, которые могут стать инвестиционно привлекательными. По заявлению главы региона, некоторые земли приватизированы незаконным путем. Бороться с этой проблемой он поручил заместителю председателя Совета безопасности Чеченской Республики Вахиду Усмаеву. Таксон, стоимость объекта, объекты стоимость свою, 100 миллионов, 100 миллионов владел, или объект вернете. Ахмад Хайши, ночью чуть бандош, жизнь даил, Ахтон, Хардона, Нахи, Доншину, лучше Вакайвакуч, Шину, лучше Асакуч, Таран Вайдона, Хоккадона, микрорайон, я чту долго пропадаю, долго развязкаешь, понятно, что миллиард дохшелдон, и шокш ханья бокшдон, нахан движение целый дон, хокаш куршуш дон, больница юш, междуш, нах хабалош дон, хаз программ шо боч, бабагаш, а хокка цаметик дон, эдел яяс. На самом деле эдел метикшу шайши дон, сунделе дон, жестко дон. حملت بشيء ده سوء على كده بس
Så Ramzan squat nu där ska det då så då. Sekvens då står då och ham det så bara. Men jag också majjala så jag pagun sjala så väl i dikta gwala i khalqana budget swam dadi budget شدي ان سويم ويدات كساديريو وين يقطع بيد بو وي خدال وردو وي دو республика проблем сейчас идет основа. В ходе инспекции ответственные за строительные работы заверили, что объекты будут сданы в срок. Ислам Ершов, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». 12 июня в Чеченской Республике, как и во всей стране, отметили День России. На площади мемориального комплекса славы имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прошло праздничное мероприятие. Собрались представители власти, молодежи и общественные деятели. На мероприятии, приуроченное ко Дню России, собрались министры, военные и общественные деятели республики, а также сотни граждан. Все они выражают гордость за страну, где проживают. С приветственной речью от главы региона выступил председатель парламента Магомед Даудов. В новейшей истории Чеченская Республика дала отпор международным террористам, которые хотели развалить Российскую Федерацию. Поддержка нашего президента Владимира Путина, личная стойкость первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, и решимость народа позволили очистить регион от всех бандитских группировок. И сегодня чеченские бойцы доказывают, что они готовы выполнить приказ Верховного Главнокомандующего в любой точке мира. Мы все Россия, мы все одна страна. С праздником вас, дорогие друзья! Ахмад! Аллаху Акбар! Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. 10 учащихся школ получили паспорт гражданина прямо здесь. Это победители различных олимпиад, конкурсов и спортивных мероприятий. Байсултанов Резван Магомедович. Возложив цветы к обелиску первому президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмату Хаджи Кадырову, здесь прочитали дуа. День России отмечается с размахом. Мероприятия, приуроченные к знаменательной дате, проходят по всей республике. Мухаммад Жамалайла, Адам Яхяев, Джабраил Синеев. «Неделя». В Курчалое состоялось примирение кровников. История десятилетней давности, когда от рук Магомеда Гучигова погиб человек, по воле Всевышнего осталась позади. Содействовал примирению председатель Совета алимов республик СКФО Хож Ахмед Хаджи Кадыров. С кровника сняли капюшон в знак окончательного прощения. Свидетелем этого события стал наш корреспондент. Любое благое дело мусульмане начинают с поминанием Всевышнего. А весть о том, что семья Медаева готова принять родственников Магомеда Гучигова и его самого для прощения кровной мести, стала именно такой. Ворота открыты, все родственники в сборе. Несмотря на тяжелое горе, которое легло на их плечи еще 10 лет назад, они со смирением встречают Гучиговых у своего двора. От лица прощающих выступил председатель Совета алимов республик СКФО Хож Ахмед Кадыров. ديل وقوي بوش عش ومن عفا وأصلح فأجره على الله شين إهم دتراد دليش يلش بيق يشلش يديق حنر دلش تغن هو مدى وغير سنة بلحقه ديل ده جتش دينا سانق انتيري ولا إدت تشح سنيال سنت جرجلو تسجى سنيال دار شالو بغو يال يقر يو إيلر هغار حان لقر دهر حدو هون ألا شنا هش هغار سويق صدل رسا ثهنا ويت حنيدن درشتو ديهرنا يديهر دينا ليرنا ديلي دوها يلشنا دوها ويدين يعني استشباح كنج أولياء دوها شو بوصل بنيخه يحش بحندرش ديتي او يوم قينتي دولي توتسون
Весть о прощении в толпе встретили со слезами радости. Однако и сейчас в Учигово не поднимают головы. В знак уважения их взоры опущены на землю. Со словами благодарности от их лица выступил заместитель муфтия Чеченской Республики Ансар Хитиев. أبو بكر صديق أتني خل دشتوج قميل تدوال يلجنو عليه الصلاة والسلام أبو بكر صديق شام شديوجر شتين أهلنو ومكي واقع زيت سوال أرواقنا في أنير خصمو أرواق حيزو شوت شي ناقوستخل شيتي مدينتي في أهو شي مكي والر حمكي والر تحتر داتون وقديل ريز هلحون يلجنو أبو بكر صديق عليه السلام أبو بكر صديق الويل شنو قال والشول وقديل رئيس خلشون قتول دقن دل هار درق أو. Виновника, кстати, уже отсидевшего 10 лет за решеткой, подводят к ближайшим родственникам убитого. С него снимают капюшон в знак окончательного примирения. Религия ислам призывает прощать друг друга и быть добрее. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: если человек простит несправедливость в отношении себя, Всевышний непременно возвысит его. Мухаммад Жумалел, Адам Яхьяев, Ислам Али Султанов. Неделя. «Гроза над Кавказом. Имам Мансур». Книгу с таким названием презентовали в Национальной библиотеке Чеченской Республики. Ее автор Явус Ахмадов. Он рассказывает о жизни и деятельности шейха Мансура и важных исторических событиях Северного Кавказа. Как отмечалось на презентации, это всего лишь 7-я книга про шейха Мансура. Это настолько легендарная личность, что это количество очень мало. При этом наука шагнула далеко вперед, открылись новые архивы. И в этой книге они использованы. Это достаточно такие колоссальный, масштабный труд, и, конечно же, выход книги имеет большое значение и для истории чеченского народа, и для современности, потому что мы учимся на нашей истории. Презентацию посетили почетные гости, в их числе потомки первого имама Кавказа шейха Мансура. У каждого, кто ознакомился с книгой, остались положительные впечатления. 1760 года düğünde Волшов Ушерм, Дунитвел Волшов Ушерма, почти 270 лет дальше, Рамзан Хаш, $10, $10, $10, шакон хабитча бой гайтивой. И вот уж когда беш массу улич тохш, район тохш гуштует. Ша бич беш мегар доти гайтивой. В Венеции построили первую мечеть. Дом Аллаха открыт для людей любого происхождения и вероисповедания. А Европейская комиссия против расизма призвала Данию к борьбе с исламофобией. В королевстве наблюдается гонение на мусульман. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». В Венеции построили первую мечеть. На церемонии открытия были представители католического духовенства, депутаты городского совета и представители мусульманского сообщества. Исламские лидеры напомнили, что Дом Аллаха открыт для людей любого происхождения и вероисповедания. В Чикаго открылся первый музей Корана. В нем насчитывается 100 экземпляров священного писания возрастом более 600 лет. В коллекции представлены рукописи на пальмовых листьях и коже. Подобное собрание стало первым в Соединенных Штатах Америки. В мусульманском центре Лондона прошел семинар по хаджу. Более 130 верующих планируют отправиться в паломничество. На лекции рассказали про обряд особого поклонения, а также о мерах безопасности в условиях коронавируса. Ранее власти Саудовской Аравии объявили о первом приеме иностранцев после пандемии. Министерство хаджа и умры запускает новое приложение «Умный паломник». Оно будет нацелено на более лучшее обслуживание верующих. Появится возможность общаться напрямую с поставщиками услуг и сообщать о нарушениях во время особого поклонения. Напомним, что для россиян королевство определило квоту в 11 тысяч мусульман на 2022 год. Европейская комиссия против расизма призвала Данию к борьбе с исламофобией. В королевстве наблюдается гонение на мусульман в образовательной, информационной и правоохранительной сферах. Такое положение дел идет вразрез с свободой вероисповедания. Исламский совет надеется на положительный отклик властей государства. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале.
Чемпионат Кубка «Агродомстрой» прошел на базе Академии футбола «Рамзан». За первое место боролись команды районов, ведомств и организаций. Призеру достался кубок и денежное вознаграждение в размере 70 тысяч рублей. Спортивную встречу приурочили ко Дню России. Производственная дорожно-строительная компания «Агродомстрой» внедряет в жизнь молодежи множество разных программ, которые имеют одну цель – повышение духовно-нравственного, физического воспитания нашей молодежи. В рамках этой программы создан, например, этот футбольный турнир на Кубок АДС «Агродомстрой». В Чеченском государственном педагогическом университете состоялась Всероссийская научно-практическая конференция формирования российской гражданской идентичности как важнейший приоритет государственной образовательной политики России. На мероприятие, приуроченное ко Дню России, съехались десятки педагогов, специалистов и видных научных деятелей со всей страны. Да, от нас сейчас требует какую-то более, наверное, конкретизированную трактовку истории государства российского. Но раз мы начали это делать, это уже хорошо. Мы придем от той толерантности друг к другу, которую мы слышали многие десятилетия, к настоящему уважению, взаимопониманию, конечно же, в первую очередь через преподавателей и, конечно, через наших замечательных детей. Здесь обсудили проблемы формирования среди детей и молодежи понятия гражданской идентичности, а также необходимость разработки и введения в образовательных учреждениях дисциплины формирования российской гражданской идентичности и другие темы. Продолжается строительство участка дороги Серноводск-Грозный. Ее протяженность более 7 километров. Также появится мост Серноводск-Грозный длиной 38 метров. Он возводится на месте старого, который не соответствовал нормам безопасности. На объектах побывала наша съемочная группа. Новый мост Серноводск-Грозный строится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он возводится на месте старого, который изжил себя и не соответствовал нормам безопасности. Протяженность 38 метров. На сегодняшний день мы видим, уже идут работы по реконструкции, завершены опоры, сейчас идут работы по устройству регуляции. Работают подрядные организации с опережением календарного графика. Мост будет двухполосным, шириной проезжей части в 6 метров. После строительства администрация планирует заняться и благоустройством прилегающей территории. А это уже дорога Серноводск-Грозный. Она строится в рамках госпрограммы развития дорожной отрасли Чеченской Республики. 37 рабочих и столько же единиц спецтехники трудятся, чтобы сдать объект в срок. В данный момент отсыпка полостная. Послойно насыпь с уплотнением, с увлажнением, по параметрам согласно проекту. Куча согласованные графики, график по ходу, но стараемся придерживаться графика. Протяженность дороги более 7 километров, четырехполосная с разделительной оградой в целях особой безопасности. Сейчас на участке проводятся работы по отсыпке полотна. Грузовики забирают грунт с этой части дороги, перевозят ее на проектные отметки, тем самым выравнивая дорогу. Крупный проект планируют сдать в 2024 году. Мухаммад Жумалыла, Арбий Чакаев, Асан Искаев. Неделя. Во всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Ведучи» прошло открытие соревнования по беговелу «Юные чеченские беговелы». Оно приурочено к 100-летию со дня образования чеченской государственности. Участие приняли почти 150 детей со всех районов Чеченской Республики. Внимание! Поехали! В здоровом теле здоровый дух, и его лучше поддерживать с раннего детства. Вот и наша героиня, 7-летняя Медни Исхакова, параллельно со школьными занятиями увлекается велоспортом и вовсю готовилась к соревнованию. У меня сегодня очень хорошее настроение, и я надеюсь, что я сегодня выиграю. 144 детей из всех районов Чеченской Республики приняли участие в открытом соревновании «Юные чеченские беговелы». Целью является популяризация здорового образа жизни и активного досуга. Данное мероприятие проводится на всесезонном туристском конкурсе «Ведучи». Целью мероприятия является популяризация объектов отдыха Чеченской Республики, развитие внутреннего, и также въездного туризма, событийного в том числе, чтобы наше население понимало, что в условиях региона есть такие же места для отдыха, где можно с комфортом провести свой семейный досуг.
Участники совсем юные и разделены по возрастной категории 5, 6 и 7 лет. Но несмотря на это, дети должны пройти дистанцию в виде трассы с препятствиями. На всех участниках должна быть специальная экипировка. Наколенники, спортивная обувь и шлем. Все для безопасности спортсменов. Всего прошло 19 заездов. 4 у 5-летних, 5 у 6-летних и 5 у 7-летних. Каждому победителю из 3 категорий вручили диплом и велосипед. Остальных участников также не оставили без внимания. Всем вручили игрушки. Седа Хасиева, Адам Яхьяев, Аслан Висхаев. Неделя. О роли семейных традиций в воспитании детей говорили в Чеченском государственном университете имени Ахмата Хаджи Кадырова. Образовательная программа проводится уже 2-й год. Цель, по словам организаторов, создать условия для повышения знаний и компетенций родителей. Мы специально подбирали именно тот научный потенциал, который может помочь педагогам понять и родителям тоже, что они тоже сегодня родители, которые пришли на это мероприятие, и педагоги, и все, они те люди, которые пережили войну. Поэтому первый наш доклад так и называется, он так и начинается: повседневная жизнь чеченцев. Вот как она изменилась, какие сегодня это родители, изменились они от тех, которые были еще лет 10 назад. И плавно потом мы пойдем уже к мастер-классам, подробным уже методам развития детей. Послушать советы экспертов и взять для себя полезную информацию пришли свыше 80 участников. Это преподаватели и воспитатели детских садов. Проект реализуется Монтессори садом «Дом детей» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Участие в данном мероприятии нам порекомендовали. Если честно, мы возлагаем большие надежды на него, так как семья является основным и первым социальным институтом, куда попадает ребенок после рождения. Невозможно переоценить роль семьи в воспитании ребенка дошкольника, и поэтому мы ожидаем очень насыщенное, яркое мероприятие, так как заявленная программа была просто невероятной. На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей!